Оказывается, у нас же просто два адвоката. Одному адвокату неправильно сообщили, сказали, что суд передвинули. Но сейчас мы с Мадиной Ниязовой связались, и она сейчас находится в здании ГКМБ. Ее в кабинете держат, еще не отпускали, и толком не сообщают, перенесли ли суд все-таки. В связи с чем мы уже митингующим объявили, что суд перенесли. И только сейчас кто остался, несколько человек, только мы остались здесь. Суд перенесли на какое число? Еще раз повторюсь, мы связались с Мадиной Ниязовой. Она еще в здании ГКМ находится, их не отпускают, потому что не говорят, что перенесли, но и не говорят, будет ли сегодня суд. Но просто вы своим, тем, кто сегодня пришел, да, потому что другой адвокат оказывается, другой адвокат нам неправильно сообщил, что уже перенесли, и мы уже дали объявление. С этого сейчас люди начали расходиться. Но тем не менее, все равно мы, в зависимости от решения суда, мы будем бессрочный митинг объявлять. И сегодня митинг прошел в родном городе Матраимова, в Харасу, здесь в Бишкеке. В дальнейшем наши сторонники только будут увеличиваться. И в других областях тоже мы будем бессрочные митинги объявлять. Почему? Почему мы имеем на это право, почему мы этого требуем? Потому что арестовывают обычно человека, который бежит из страны, который не исполняет волю вообще суда или правоохранительных органов. Он по звонку приходил на допрос, на все допросы являлся, он пошел на сотрудничество, он дал показания на лица, что требовало следствие. Он оплатил 2 миллиарда, штраф ему наложили, он это тоже оплатил. Он находится под домашним арестом. Просто нужно понимать, что когда человека арестовывают, это просто происходит деморализация личности. Зачем нам государству содержать толпу людей просто так, потому что 300 человек вышли на улицу и потребовали его ареста. Грубо говоря, в воскресенье 300 человек вышли, потребовали его ареста, и его взяли и посадили. То есть ощущение складывается, что у нас нет никакой системы. Все движется от того, что в соцсетях прокричали, то и происходит. Это очень опасный прецедент, и в этом должны быть заинтересованы не только сторонники Матраимова. Я не призываю защищать Матраимова или обелять его, нет, просто давайте прекратим через соцсети заниматься демонизацией личности, давайте на личности не переходить, давайте требовать все-таки, чтобы таможня работала для народа, а не Матраимов, чтобы что-то делал. Матраимов лично сам не сможет систему изменить, и он уже в том, что в части взятки ему пришлось признать вину, он признал. Все, уже назад пути нету. Он уже Эльнура, такой вопрос еще, извиняюсь, что перебиваю. Вот вы коснулись темы про 2 миллиардов. Раим Матраимов оплатил 600 миллионов в виде недвижимости, а вот остальные миллиард 400, это откуда вот эти деньги? Откуда у него миллиард 400? Источник этих денег, вы можете по этому сказать? В виде того, что он бюджет. Эти деньги он собрал со своих родственников. Это часть, получается, деньги его семьи, часть деньги его родственников, часть его сторонников, его знакомых, люди, с которыми он непосредственно имеет хорошие отношения. С них он собрал всю эту сумму. Квартиры, которые... Я просто уточню, он собрал со своих родственников, друзей и близких знакомых миллиард 400 миллионов сомов, которые он внес в качестве возмещения ущерба. Он продал все свое имущество, которое было, он продал весь скот, это все отдал. Они также взяли кредиты, Искендер Исмаилович тоже лично взял несколько кредитов, это то, что я знаю, это то, что мне известно. Но кроме этого, в целом еще, как они в целом сумму собрали, я полную картину владеть не могу, потому что я не являюсь близким родственником или близким доверенным человеком. Ту информацию, которую я владею, это я вам рассказала. Хорошо, такой вопрос. Вы можете прокомментировать находки журналистов из последних расследований о том, что у него имеется квартира в Дубае, совместный бизнес с Хабибулой Абдулкадыром, и, соответственно, он собирает деньги на свою квартиру, и, соответственно, он собирает деньги на свою квартиру.
потому что этого пока никак не комментировали. Что вы можете сказать по этому поводу? Потому что у него есть пентхаус в Дубае. А по поводу 700 миллионов почему не спрашиваете? Нет, меня пока интересует ваше мнение по поводу того, что вы думаете насчет его дубайской недвижимости. В Дубае по поводу недвижимости мне неизвестно, точно ли он имеет там или не имеет. Я просто не имею привычки людям задавать вопросы, а что у тебя есть, или сколько денег у тебя в портмоне. Просто не могу такие вопросы себе позволить задавать человеку. Я лично не интересовалась и не спрашивала. Но правоохранительные органы еще отправляли запросы, насколько мне известно, год назад еще было, при прежней власти было отправлено. Я думаю, что на этот вопрос правоохранительные органы должны ответить, действительно ли у него имеется там недвижимость. Что касается вопроса, что вы еще кроме имущества? Меня интересовал вопрос насчет его недвижимости в Дубае, но раз вы не можете комментировать его дубайскую недвижимость, что вы можете сказать насчет того, что у него в Кыргызстане есть недвижимость? Пентхаусы, квартиры, на Иссыкуле у него недвижимость. На Иссыкуле про недвижимость коттеджа. Коттедж был указан в его декларации. Я изучала его декларацию. В принципе, я изучала его декларацию с того момента, когда он вообще начал сдавать, когда закон начал действовать. И есть там определенная траектория, как это имущество появлялось. Можете прокомментировать как? Он в декларации указывал эту недвижимость, коттедж на Иссыкуле. Конечно, конкретно там адреса не было указано, но это имущество, оно было указано в декларации. Вы можете скачать его декларацию и ознакомиться. А кроме, какое еще имущество? У него журналисты нашли у него несколько квартир в Бишкеке, элитных, которые были записаны не на него, но на его близких родственников. Он как госчиновник, который никогда не декларировал таких доходов, он мог себе позволить купить? Дело в том, что он вообще, надо здесь вообще уточнять, из какой он семьи, чем занималась его супруга, чем занимался даже вплоть его тесть, чем занимались его близкие родственники. Вы можете рассказать? Дело в том, что часть его родственников занимается бизнесом. Его младший брат Руслан Матремов, он занимается бизнесом, он является крупным предпринимателем в Ише. А какой именно бизнес? У него есть... какой именно? Вы говорите, что он бизнесом занимается, но вы можете хотя бы... В какой сфере он бизнесмен? Он продает что-то, он что-то перепродает, он строит. Он выпускает. Что выпускает? Вот что именно, я не знаю. Нет, вы говорите, что он крупный бизнесмен. А в какой сфере бизнес? Мне не надо каких-то названий компаний, вы хотя бы можете сказать, в какой сфере он занимается крупным бизнесом? Он предприниматель, он занимается торговлей, и также он еще выпускает марки. Искендер Исмаилович, он владельцем марки «Народный», его супруга этим занималась. Также, кроме этого, у них в Карасу есть фермерское хозяйство, у них крупнопородистые быки, которых они разводят и завозили из Евросоюза. Они по линии кредитования по РКФР привозили из России породу быков тоже оттуда. Они разводят мясо и занимаются животноводством. Это было указано в декларации, но при прежней власти, когда уголовное дело происходило, тогда были найдены неучтенные средства, не указанные в декларации, и скот был, который, то есть они часть указали, часть, оказывается, не указывали. Это все было выявлено, и он соответствующе был оштрафован со стороны налоговой, и они оплачивали штраф в пятикратном размере за неуказание в декларации. Как вы знаете, то, что за неуказание в декларации налоговая только штрафует, там уголовного преследования нет. Тем более год назад, когда произошла реформа вообще в применении Уголовного кодекса. Такой последний вопрос. Вы сказали, что 1,4 миллиарда было собрано со стороны друзей, родственников и так далее. И вы еще сказали, что он продал какое-то имущество. Вы можете сказать, какое имущество было продано? То есть вот эти квартиры, которые были найдены журналистами, они входят
то число проданного имущества, благодаря которому он смог собрать миллиарды? Нет, я сказала то, что ему пришлось хозяйство продавать, земли продавать. Хорошо, у его продавать. адвокатов, у его юристов есть какие-то подтверждающие документы, которые они могут СМИ предоставить? Да, эти все документы Мадина Ниязова, адвоката Журбека Матремова, во время суда она озвучивала, если вы знаете, то, что суд происходил при аудиозаписи, и она каждой справки, каждого документа реквизиты указывала в устном порядке, это все зачитывала. Хорошо, все, понятно. Спасибо. Спасибо вам большое. Всего хорошего.